Национальная кампания «Жашыл Мурас» продолжается в Атбашинском районе Нарынской области. В рамках этого при содействии Всемирного банка был разработан проект по развитию лесных экосистем, и на сегодня завезено более 35 тысяч саженцев смородины. Эти саженцы будут розданы местным жителям. Совместно с Айлукмыту будем вести контроль, чтобы все они были посажены. За ходом работ также будут следить и представители Всемирного банка. Наша цель, чтобы наши атбашинцы занимались не только животноводством, но и осваивали выращивание плодовых культур. Проект направлен не только на улучшение экосистемы страны, но и на преодоление бедности. Так малообеспеченным семьям района раздали по 31 саженцу смородины. Среди тех, кому досталось растение, есть и Саматбек Кадыралиев. Мужчина со своим маленьким помощником уже начали посадку. Мы рады, что хоть как-то способствуем озеленению нашего села и улучшению экосистемы. Когда наши саженцы вырастут, наши дети будут кушать ягоды. Если урожая будет больше, не исключаем и вариант торговли. Жительница села Ахджар Бурул Баатаева, мать-одиночка, у женщины 3 детей. Признается, что в последние годы начала увлекаться садоводством. Она благодарна органам местного управления, что предоставили возможность дополнительного заработка. Сама увлекаюсь выращиванием малины и смородины. Сегодня получила 31 штуку саженцев. Теперь будем стараться, чтобы все они выросли здоровыми. Соответствующие службы разъяснили, как за ними ухаживать. Потом, даст Бог, соберем урожай. Будем продавать и зарабатывать на этом. В рамках национальной кампании «Жашыл Мурас» в местные лесхозы поступили заявки от граждан на приобретение 1500 хвойных и около 25 тысяч широколиственных саженцев. По Жашыл Мурас в Атбашинском районе проводятся соответствующие работы. В этом году планируем посадить порядка 120 тысяч деревьев. В рамках проекта по развитию лесных экосистем при содействии Всемирного банка более 1000 семьям раздаем 35 тысяч саженцев смородины. Этот проект имеет большую социально-экономическую значимость. В Атбашинском лесхозе работают более 30 человек. В рамках года защиты горных экосистем и климатической устойчивости лесникам также уделяется особое внимание. В 4 локациях района для них строят дома со всеми современными условиями. В ближайшее время ожидается сдача объектов в эксплуатацию. Строительные работы завершены почти на 80%. До 1 мая планируем сдать в эксплуатацию. Внутри имеется горячая и холодная вода. Созданы все условия для благоприятного проживания. Отметим, национальная кампания «Жашыл Мурас» проводится по всей республике, в каждом регионе и станет ежегодной традицией. Планируется ежегодно высаживать 5-6 миллионов саженцев. Напомним, в прошлом году на саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго Кыргызстан предложил ООН объявить 2022 год годом устойчивого развития гор. 16 декабря 2021 года участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержали инициативу Кыргызстана и единогласно приняли резолюцию об объявлении 2022 Международным годом устойчивого горного развития. В феврале был подписан указ об объявлении 2022 года годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Наргиза Нурмаметова, Джентай Макенов, Пирамида.